30 лет прошло со дня образования артиллерийского полка Министерства обороны Республики Абхазия. В честь знаменательной даты в Доме культуры Гулрыбского района прошло торжественное собрание. Образование абхазской артиллерии берет начало с Отечественной войны народа Абхазии. Артиллерия внесла достойный вклад в победу над сильным и вооруженным до зубов противником. Она работала в полном взаимодействии с пехотой, бронетехникой, авиацией и ПВО. Правильные и своевременные донесения давали возможность вести эффективный огонь на поражение. Артиллерийские подразделения Министерства обороны принимали участие во всех операциях Отечественной войны народа Абхазии. Артиллерийские подразделения внесли решительный вклад в освобождение села Шрома и стратегических высот севернее столицы Абхазии города Сухум. 2 июня 1993 года боевая машина «Град» высадилась морским десантом в селе Тамыш. Командир боевой машины Аракелян Артур Рафаэлевич с боевым расчетом машины до окончания войны воевал на Восточном фронте. Артиллерия Вооруженных сил Республики Абхазия показала всю свою мощь и слаженность в ходе освобождения нашей столицы с 16 по 27 сентября 1993 года. В годы Отечественной войны народа Абхазии в боевых действиях в рядах артиллерии принимало участие 744 военнослужащих, сынов Абхазии и добровольцев. 9 артиллеристов сложили головы в боях за освобождение Родины. После окончания Отечественной войны народа Абхазии 4 января 1994 года создается артиллерийский полк Министерства обороны. Сегодня военнослужащие артиллерийской группы с честью выполняют свой долг и с отличием несут военную службу. Поздравительный адрес от имени министра обороны Владимира Ануа зачитал его заместитель Давид Бжания. Славная история артиллерийских подразделений Вооруженных сил Республики Абхазия вселяет уверенность в том, что личный состав, обладая высокой профессиональной подготовкой, специальными знаниями и навыками, с честью выполнит все поставленные задачи. В этот праздничный день желаю всему личному составу артиллерийской группы крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и успехов в службе на благо Отечества. С уважением, министр обороны генерал-полковник Ануа. На торжественном собрании в честь 30-й годовщины со дня образования артиллерийского полка Министерства обороны Абхазии присутствовали ветераны войны, бывшие командиры артиллерии. Они поздравили офицеров-артиллеристов с их профессиональным праздником. Абхазская артиллерия является одной из самых слаженных, сложных структур наших вооруженных сил. Часто я слышал о том, что вот что у нас есть, там нету соответствующей техники, война вот под боком, там воюют люди как с современными технологиями. Поверьте мне, то, что имеет сегодня вооруженные силы Республики Абхазия, никогда мы не имели во время войны. Я это неоднократно говорил и хочу сегодня на этом торжественном мероприятии. У нас самый большой дефицит во время войны были это офицерский состав. Это грамотные офицеры. Сегодня в вооруженных силах Республики Абхазия не только в штате, а за штатом даже находятся сотни ребят абхазской национальности, которые закончили лучшие военные вузы Российской Федерации. Поверьте мне, технику мы всегда найдем. Главное, чтобы у нас были всегда полководцы, которые вперед поведут наши подразделения. 30 лет нашей части. В прошлом году было 30 лет победы. Мне было приятно, что меня пригласили, благодарность командиру полка, что пригласил принять участие в 30-летии победы. Вот. За несколько дней я увидел, что и благодарен всем офицерам артиллерийского полка, те, кто служит во главе с командиром, что техника наша на высшем уровне, она четко прошла парад, все завелось, все работало, 30 лет ее сохранили. Она же участвовала в боевых действиях практически, везде она трофейная была. И не только трофейные, были и другие орудия у нас, которые мы приобретали другими способами. Но техника в боевом состоянии. Я сам это ощутил. Огромное вам спасибо за все. Всех с праздником. Приказом министра обороны Владимира Ануа медалями 30 лет победы в Отечественной войне народа Абхазии были награждены ряд офицеров и ветеранов войны. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Аля Катрапш, Константин Парулова, Абхазское телевидение.